Достар қалайсыздар? Күнілкілеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед камерой Юлия from Казахстан. И мы с вами продолжаем читать, что у нас написано на объявлении или что это, в общем, на этикетке, когда мы покупаем воду. И так, наконец-то, нам же нужно ее все-таки забрать, и нужно дочитать, что нужно сделать с этим 4-м пунктом. Да-да-да, сегодня у нас 4-е видео и 4-й пункт. Я читаю, вы повторяете за мной, а если вдруг не получается, то сейчас все прочитаем медленно. Баланс көрсетілгеннен кейін 30-дан 60-қа секунд су беру үшін тағы да старт батырмасын басыңыз. Итак, разбираем первое слово. Баланс. Какое трудное слово, но мы его пропустим, потому что мы все буквы знаем и еще из русского языка. Едем дальше. Слово көрсетілгеннен. Көр, көрсет, көрсетіл, көрсетілгеннен. Ничего сложного, но есть некоторые обстоятельства, которые нас немножко смущают, если вдруг вы не смотрели мои предыдущие видео. Итак, поехали. Буква О с черточкой посередине. Чтобы ее прочитать, за основу нужно взять в данном случае букву Ё. Но мы всегда должны понимать, что буква Ё после согласной все-таки будет звучать чересчур мягко, хотя в некоторых ситуациях вот эта вот самая мягкость будет звучать вот в самый раз. В общем, буква О будет звучать очень твердо, буква Ё будет звучать очень мягко, а вот нам нужно найти самую-самую мягкость, да, среднюю мягкость между буквой О и буквой Ё. Либо есть вариант, как ее еще произнести, чтобы понять, что я имею в виду, да. Вот слово пес вам хорошо знакомо. Убираем букву П, и буква Ё звучит как буква казахского языка. Вот и вся магия. Көр, көрсет, көрсетіл. Идет здесь палочка с точкой. Палочка с точкой – это нечто среднее по мягкости снова, да, между буквами и И. Пробуем прочитать через Көрсетіл. Не пойдет. Тяжело. Пробуем прочитать через букву И. Көрсетіл. Вот видите, я уже через палочку с точкой автоматически читаю. Көрсетіл. Тоже можно, конечно, натренироваться, мы ведь все можем. Но неудобно для нашего языка, для нашего речевого аппарата. А вот палочка с точкой – это та самая мягкость, которая нам необходима. Көрсетіл, көрсетіл. Ну и так как палочка с точкой в казахском языке является мягкой буквой, то буква Л после нее будет читаться мягко, как будто она с мягким знаком. Көрсетіл, көрсетіл. Ну и вторая часть слова ген-нен. Здесь нет ничего сложного, все как пишется, так и читается, и вообще даже не искажается. Көрсетілгеннен, көрсетілгеннен. Следующее слово кейен. Кейен. Вот палочку с точкой вы читать уже умеете, а вот и краткая, она, знаете, как будто бы вот сливочное масло. Она соединяет букву Е и букву О. Кейен, кейен, кейен. Едем дальше. Цифра 30 переводится как отос. И здесь мы прибавим окончание отсдан, просто потому что так надо. Как вас научить? В общем, это отдельное, это уже грамматика, что нужно прибавить, чтобы вы поняли, но главное, суть вы уже сможете уловить, да? Потому что все равно, скорее всего, рядом будет висеть перевод, но вам захочется же это прочитать, и вот вы сможете это все-таки прочитать. Отсдан, алпыс-қа. 60 переводится алпыс, и к нему нужно прибавить окончание к. Алпыс-қа, к. К, которая с хвостиком снизу, если вдруг не слышно, да? Ну и слово секунд. Все, ничего сложного. Едем дальше. Су, беру, как пишется, так и читается. Вы помните, что у нас ничего не искажается. Слово ушин.
шин. Чтобы прочитать недописанную букву У, это мягкая буква казахского алфавита, за основу берем букву Ю. Пардон. Но, когда мы произносим букву Ю, изначально слышим и краткую. Так вот, эту и краткую мы убираем, и у нас остается звук Ü. Например, как в слове люк. Убираем букву Л, и после согласной буквы Ю звучит как Üşün, Üşün. Ну а палочку с точкой вы прочитать уже умеете. Эта мягкая буква читается коротко и нечто среднее между буквами и И. Но еще есть один момент, когда в начале слова пишется буква недописанная буква У, то, как правило, остальные гласные буквы читаются точно так же. Ишин, ишин. Едем дальше. Слово тага, тага, тага. Ничего сложного, как же прочитать букву Г с черточкой посередине. За основу нужно взять букву Г обыкновенную и чуток отхаркнуться. И у нас получится буква Г, Г, тага, тага. Дальше идет частица да. Она пишется отдельно, но читается вместе со словом тага. Тогда получается. Ничего сложного. Следующее слово старт. Старт. После него идет слово батер, батерма, батерма, сын. Здесь нет ничего сложного, все буквы знакомы еще из русского языка, но буква «ы» читается очень и очень коротко. Батермасын. Едем дальше. Слово басыныс. Басыныс. Буква «ы», напомню, читается очень коротко, а буква «н» с хвостиком произносится следующим образом. Сначала мы тянемся кончиком языка к верхнему небу и, не дотягиваясь до него, вот сейчас обратите внимание, не дотягиваясь до него, снова произносим букву «н» обыкновенную. И у нас получается тот самый дифтонг из английского языка, как в слове English, как в слове morning, когда буква N и буква G пишутся вместе. Вот его-то мы и используем в казахском языке. Басанус, басанус, басанус. Ну и, конечно же, в теории ударение всегда ставится на последний слог. Но так как буква «ы» произносится очень коротко, или палочка с точкой, да, если она стоит тоже в конце или во всем слове, в общем, ударение будет переноситься на любую другую гласную, которая стоит впереди. Итак, давайте скорее прочитаем все, что у нас получилось целиком. Баланс көрсетілгеннен 30-дан 60-қа секунд су беру үшін тағы да старт батырмасын басыңыз. Ну и еще разок, да? Баланс көрсетілгеннен 30-дан 60-қа секунд су беру үшін тағы да старт батырмасын басыңыз. Итак, дамы и господа, я надеюсь, у вас все получилось, и вы сможете купить водичку и пользоваться очищенной водой, да. И читать заодно научитесь. Ну все, с вами была Юля from Казахстан. Увидимся в следующий раз.